Наш эфир продолжит итоговый выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко и коротко о главных темах. В Якутии внедрят региональный социальный стандарт качества жизни. Ремонт дорог и кюветов, снос аварийного жилья, неозеленение. Расскажем о темпах благоустройства в Алдане. На стадионе Туймада проходит генеральная репетиция торжественной программы церемонии открытия спортивных игр «Дети Азии». Глава республики Айсен Николаев встретился с участниками сборной Якутии. Более 350 сотрудников будут задействованы в освещении игр «Дети Азии». В Якутии внедрят региональный социальный стандарт качества жизни, который позволит повысить качество оказания социальных услуг. Этот вопрос обсудили на встрече эксперты Агентства стратегических инициатив и представители Минтруда Республики. Отмечается, что сегодня формируется межсекторное взаимодействие для разработки плана улучшения показателей качества жизни людей. По мнению экспертов, стандарт качества жизни позволит улучшить процесс предоставления услуг в социальной сфере так, чтобы это заметили сами граждане. Единое пособие для всех. С начала года единое пособие назначено родителям 80 тысяч детей и 2 тысячам беременных женщин. На эти цели Соцфонд России по республике перечислил семьям 10 миллиардов 681 миллион рублей. При назначении единого пособия проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи. Отметим, что доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов. Для получения единого пособия родителям необходимо подать заявление в электронном виде через портал госуслуг или лично через клиентскую службу отделения социального фонда. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев. Если вы обращаетесь за выплатой в июне текущего года, то будут учитываться доходы с мая прошлого года по апрель текущего года включительно. При оценке доходов в том числе учитываются доходы от трудовой деятельности, авторские гонорары, доходы от предпринимательства, пенсии, пособия, иные аналогические выплаты компенсаций, стипендии, доходы от алиментов, выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, денежное довольствие военнослужащих. Первый заместитель председателя правительства республики Андрей Федотов провел осмотр техники и снаряжения, которое отправляется бойцам-якутянам на СВО. Территория опережающего развития Кангаласы предоставляет в зону спецоперации разную технику, а также средства противоосколочной защиты, спасая жизни бойцов. Подробнее о технопарке Тор-Кангаласы расскажет Тимур Колмогоров. Жизнь бойца в зоне проведения спецоперации превыше всего. Руководствуясь этим, ведущие промышленные компании Якутии, объединенные в одном месте, создают универсальную противоосколочную защиту – костюмы, бронежилеты, пояса и панели. Для основной части снаряжения полностью или частично используется пуленепробиваемая ткань, которая обходится дешевле в производстве, не уступая по защитным свойствам кевлару. Название ее «Куях» позволяет укрыться от дрона. Задачи у него на самом деле большие. Этот человек может просто закрываться от этого. Также тепловизионная защита с двух сторон. Можно ее компоновать, собирать в модули. Можно сделать палатку, укрытие в блиндаже. Размеры они идут, выпускаем 3 размеров. Это 80 на 100, это 80 на 150 уже как одеяло среднее. И есть большое одеяло, то есть 2-метровое уже. Кроме того, бойцам-якутянам предоставляют электромотоциклы «Эндуро». Главная их особенность – это бесшумность и малая заметность для тепловизоров. То есть в ночное время для различных операций, там разведка, штурм и так далее, можно их использовать. Они не ломаются практически, все на электротяге. То есть не надо менять масло, заливать топливо и так далее. Там заряжается примерно 5 часов и проезжает на одной зарядке более 50 километров. Як-14 – собранный в зоне спецоперации гусеничный радиоуправляемый транспорт, который может как перевозить раненых с места перестрелок, так и быть огневой точкой с установленными на нем гранатометами. Следуя примеру, была создана его старшая и чуть более габаритная версия. Его применение может быть очень широким. На нем могут поставить какое-нибудь орудие, либо использовать для эвакуации, разминирования, минирования и так далее. И
планируем выпускать 3 вида таких электротранспортов. Они будут различаться размерами и назначением применения в какой-либо операции. Бойцы-участники также приходят и корректируют производство. С участием и советами опытных в ведении боевых действий людей техника и снаряжение становятся более эффективной и удобной в использовании. Мы видим о том, что очень быстро развивается война беспилотных летательных аппаратов. Сегодня такая же война разворачивается среди наземных аппаратов. И тот, кто быстрее будет внедрять лучшие изобретения, тот, кто быстрее будет внедрять те свойства, которые сегодня защищают жизни наших солдат, обеспечивают выполнение боевых задач, тот и победит. Разработанные техника и снаряжение проходят тщательную проверку и уже не первый год поставляется бойцам-якутянам. Уже в июле в зону проведения спецоперации планируется отправить 80 электромотоциклов, а до конца года около 500. Тимур Калмогоров, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутске идет строительство средней школы номер 1 по проспекту Ленина. Новая школа рассчитана на 250 учеников и строится по программе соцэкономразвития Якутии. Входит в госпрограмму Минвостокразвития, а также является частью мастер-плана столицы. Строительство началось 27 апреля и на сегодня установлено более 200 свай. Ведутся работы на цокольном перекрытии, идет установка конструкций опор. По проекту площадь современной четырехэтажной школы составит 6000 квадратных метров. Также благоустроят прилегающую территорию. Вот школы планируется в следующем году. Устанавливаются свайные фундаменты. Из 345 свай установили 218 свай. Производится еще установка арматуры, ростверков, отмостка выполнена, произведена закуп всех строительных материалов по фундаменту. Фасад будет иметь, как старая школа, вентилируемый фасад будет. 25 человек работает. Ремонт дорог и кюветов, снос аварийного жилья и озеленение. Все эти процедуры благоустройства населенных пунктов необходимо провести за короткое северное лето. О том, какими силами и темпами идет благоустройство в Алдане, узнаем в материале наших коллег. Пока светит солнце и не льет дождь, нужно успеть ударными темпами сгладить выбоины на улицах города, укрепить кюветы и настелить тротуары, а площадям и территориям придать красочный вид. За первый месяц лета власти города Алдана уже многое сделали, но могли бы и больше. Ждем решения дорожного фонда на асфальтирование города. Очень надеюсь, что деньги прибудут в срок, и мы выполним объемы по асфальту. И 11 дорог подано на конкурс. Пока рассматривают 3, но решение пока еще окончательно не принято. Подмога и выручка для городской администрации, отряды школьников и студентов, которые решили подзаработать в летний период. Подростки и мусор уберут, и клумбы цветочками наполнят, не читая иным, на которых где сядешь, там и слезешь, сетует мэр города. 9 миллионов рублей на комплексную детскую площадку на Достовалова 8 выставили. 3-й раз объявляем конкурс. 3-й раз никто не заходит, все говорят, мало денег. Я просто удивлен нашим предпринимателям, малому бизнесу. Лежать на диване без денег выгоднее, видать, чем чуть-чуть работать и зарабатывать. Поэтому удивлен. Но надеюсь, что все равно кто-то или с Иркутска, или с Нерюнгри приедут на город и отработают за наших предпринимателей. В целом город расцвел зеленью и цветочными лужайками, парками и скверами. Он ждет выпускников, которые уже в конце недели получат аттестаты и путевку во взрослую жизнь. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Мотоциклистам запретят ездить ночью по проспекту Ленина в Якутске. С 15 июля установят соответствующие дорожные знаки. Байкерам запретят ездить по центральной улице города с 21 часа до 8 утра в будние дни. Запрет на движение мотоциклов решено ввести в связи с многочисленными жалобами горожан на громкий рев двухколесного транспорта в ночное время. В администрации города также уточнили, что запрет ввели с учетом статьи Кодекса об административных правонарушениях Якутии о нарушении тишины и покоя граждан.
На встрече с главой республики Найсеном Николаевым министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук высоко оценил готовность спортивных объектов, задействованных во время спортивных игр «Дети Азии». В ходе встречи обсудили детали проведения игр и сотрудничества между Белоруссией и Якутией в области спорта и туризма. Сергей Ковальчук охарактеризовал «Дети Азии» как чистый спорт, где растет новый спортивный резерв России и Якутии в частности. Кроме того, были затронуты планы совместных мероприятий по спортивному направлению, одним из которых станет ответный визит делегации из Якутии в Республику Беларусь. Мы впервые такой представительской делегации большой, 144 спортсмена приехали на подобного рода мероприятия. Ваши спортсмены очень часто бывают в Республике Беларусь. У нас каждый год проводится традиционный турнир Александра Васильевича Медведя по вольной борьбе. Представители Якутии всегда желанные гости, и не только гости, но и призеры, победители этих соревнований, различного рода мероприятия. Мы провели в 2019 году вторые европейские игры. Ваши представители были в составе российской команды на этих соревнованиях. В прошлом году мы провели вторые игры стран СНГ. Поэтому огромное количество и контактов. Всегда можно сделать и достичь большего. «Дети Азии» – это значимое событие для республики, которое отражает не только спортивные достижения, но и культурные традиции жителей Якутии. Церемония открытия игр состоится завтра, 26 июня, на стадионе Туймада, где в данный момент проходит генеральная репетиция торжественной программы. Открытие будет одним из самых масштабных мероприятий в республике с незабываемыми номерами и спецэффектами благодаря высокотехнологичному оборудованию. Главной темой церемонии открытия игр «Дети Азии» станет путешествие в арктическую вселенную. Для зрителей подготовлено театрализованное представление с участием более 4000 человек. Участвуем в массовке аэробики и в финальном танце. Там участвует 3000 человек. Очень горда мной, то, что я здесь участвую, танцую. Рада, что меня будут все видеть. Рада, горда. Я очень рада, потому что я вижу знаменитых людей, пофоткаюсь, и мы будем танцевать массовка аэробика и в финальном танце. Я очень рада, что я попала в «Дети Азии». У нас было 2 недели или 3 недели тренировок в Нюрбе, и еще мы готовились где-то месяц или 2. Мы выступаем первым номером и последним номером. Танцы – это очень круто, весело. Я такой человек, который любит такую активность. Занимайтесь танцами. Я очень горжусь собой. «Дети Азии» – это прям такое огромное мероприятие и даже как-то волнительно. Ряд улиц в столице перекроют завтра во время эстафеты огня игр «Дети Азии». Так, с 9 до 11 часов ограничат движение по следующим улицам. Набережная Романа Дмитриева, Ларионова, Сивцева, Соруна, Амалона. На проспекте Ленина перекроют движение на отрезке от Хабарова до Дзержинского, а на Дзержинского на участке от проспекта Ленина до Чиряева. Также будет ограничено движение транспорта с 9 утра до 13:30 на проспекте Ленина от Дзержинского до Каландарашвили. Частично перекроют улицы Орджоникидзе, Петровского, Октябрьскую, Ярославского, Кирова, Амосова, Оржакова, Короленко и Курашова. Тем временем юные спортсмены из Белоруссии прибыли в Якутск на летние игры «Дети Азии». В состав делегации включено 187 человек, из которых 144 – это непосредственно спортсмены. Они будут соревноваться в 12 дисциплинах. На зимних играх «Дети Азии» в Кузбассе белорусские спортсмены завоевали 11 медалей в 9 дисциплинах. В этом году на летние игры приехало еще больше участников. Полет наш пошел прекрасно, но мы прилетели вчера. Мы сегодня встречаем делегацию. Мы вчера приехали, посмотрели здесь объекты, готовность уже, насколько сегодня у нас опыт проведения подобных мероприятий большой. Мы провели в 2019 году вторые европейские игры, в прошлом году игры стран СНГ. И я хочу сказать с уверенностью, что вы молодцы большие, подготовились очень хорошо к данному мероприятию. Самое главное, чтобы получили наши спортсмены опыт. Мы впервые участвуем в подобного рода мероприятиях. С 1996 года уже проводятся игры Азии, а мы первый раз приехали такой делегацией.
Тайские спортсмены также прибыли в Якутск на летние игры «Дети Азии». В составе делегации Таиланда 51 человек. Тайцы будут участвовать в 5 дисциплинах. Это плавание, легкая атлетика, тхэквондо, баскетбол и гимнастика. Тренер сборной Таиланда признался, что хотел бы вместе со своими спортсменами посетить красоты Якутии, а именно царство вечной мерзлоты и Ленские столбы. Отметим, что спортсмены из Таиланда прилетели в Якутск сразу после игр БРИКС в Казани. Здравствуйте, жители Якутии и России. Мы прилетели участвовать в играх для того, чтобы проверить себя, а также завести новые знакомства и друзей в Якутии. Я слышал о вечной мерзлоте, хочу очень там побывать. Также у вас скоро национальный праздник СЭХ. Наша сборная тоже бы хотела посмотреть и поучаствовать. Всего 904 студента и сотрудника Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова привлечены к играм «Дети Азии» в качестве организаторов и волонтеров, а также 35 переводчиков будут работать в службе перевода. Они будут обеспечивать устный последовательный перевод судей-информаторов на спортивных мероприятиях по 24 видам спорта. Отмечается, что по сервисным отрядам деревни спортсменов от СВФУ привлечено порядка 370 обучающихся. В культурной программе 220 студентов, 314 сотрудников университета задействованы в работе деревни спортсменов и культурной программе. На сегодняшний день все 37 объектов питания готовы для встречи участников спортивных игр «Дети Азии». Об этом сообщил министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимур Ханды. Всем объектам сегодня вручены сертификаты об аккредитации. Стоит отметить, все привлеченные сотрудники на объектах питания прошли обучающий семинар с участием Управления Роспотребнадзора, а также Центра гигиены и эпидемиологии республики. Напомним, президент России Владимир Путин ранее назвал «Дети Азии» одним из самых интересных и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта. В деревне спортсменов ряды флагштоков пополнили еще 5 флагов стран-участников. Это флаги Китайской Народной Республики, Королевства Бахрейн, Республики Беларусь и Монголии. Спортсмены сборной Монголии поборются за призовые места в 9 видах спорта. Сборную Республики Беларусь на играх представят 144 юных спортсмена. Напомним, в Олимпийской деревне первым был поднят флаг Российской Федерации, которая является принимающей стороной масштабного соревнования. Во время спортивных игр на флагштоках поднимут все флаги государств, которые будут участниками. Нас прибыло 13 человек от Якутии, в полном восторге. Очень красивый город, очень такой сказочный такой, из каких-то сказок так. Вот. У нас настрой занять первые места и уехать счастливыми. К спортивным играм «Дети Азии» готовы. В Якутске прошло официальное открытие деревни спортсменов. Всего будет работать 10 корпусов общежития студгородка Северо-Восточного федерального университета, 8 для спортсменов и 2 для волонтеров. На данный момент в заселение прошло порядка 1500 спортсменов, около 1000 волонтеров из стран Сирии, Казахстана, Китая, Монголии, а также регионов России. Всего планируется принять более 4500 участников спортивных игр. На открытии гостей официально поприветствовал ректор СВФУ и мэр деревни спортсменов, желая честной и хорошей борьбы между странами. Кроме того, их встретили официальным гимном 8-х спортивных игр «Дети Азии», яркими выступлениями якутских звезд эстрады, а также творческих объединений студентов университета. Несмотря на то, что не все делегации еще прибыли в Якутск, но судя по всем участникам, которые присутствовали сегодня на открытии, чувствуется, что дети очень рады и открытию деревни. Они завязываются, новые контакты, новые друзья заводятся. Я уверен, это место станет местом притяжения для юных спортсменов, потому что они, как я уже отметил, будут находить новых друзей среди разных стран, разных национальностей, говорить на разных языках. Успешных стартов, достойных соперников, самых высоких достижений. Айсен Николаев сказал свои слова напутствия участникам сборной Якутии сегодня на встрече в спорткомплексе «Триумф». Он поздравил ребят с началом крупнейших детских спортивных состязаний в России в этом году. Подробности в следующем сюжете. Уверен, что наши игры пройдут, на самом высоком
настоящие, честные, бескомпромиссные спортивные соревнования. Конечно же, я призываю наших ребят бороться честно. Трибуны будут вас поддерживать, будьте в этом уверены, мы болеем за вас. И на самом деле болеет за вас и вся страна. Глава Якутии Айсан Николаев встретился со сборной республики перед стартом 8-х спортивных игр «Дети Азии». В Центре спортивной подготовки «Триумф» собрались представители обеих команд. На правах хозяйки Якутия выставит 2 команды из 370 спортсменов. В том числе в первой команде 245 человек и во второй команде 125. Первая команда выступит по всем 24 видам спорта. Вторая команда по 21 виду. Настрой, конечно, боевой, настроение хорошее. Подготовка по плану, все мероприятия и на все учебные тренировочные сборы ребята прошли хорошо, без травм. Подготовка, я думаю, прошла успешно. Сейчас посмотрим, самое такое ответственное время сейчас. Но по 24 видам спорта первая команда полностью, это 245 человек, спортсменов, и во второй команде 125 спортсменов, это не включая командные виды спорта. У нас 2 команды, всего 370 спортсменов, и 121 спортсмен, и иные специалисты. За 28 лет участниками игр стали более 10 тысяч юных спортсменов из более 30 стран Азии. Для многих из них «Дети Азии» стали первым международным стартом. Участники игр разных лет становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов, первенств мира и континента. По словам бронзового призера Олимпийских игр по боксу, победителя первых спортивных игр «Дети Азии» Георгия Балакшина, быть в сборной вдвойне почетно, потому что в эту команду попадают лучшие из лучших. За это время мы прошли кучу отборов. У нас было очень много тренировочных мероприятий, очень много контрольных схваток, спаррингов, заплывов и забегов вы прошли. Сейчас вы находитесь на финишной прямой, и вам надо просто выйти, сделать свое дело и достойно выступить. Для формирования сборной команды республики проведены 32 республиканских отборочных соревнований по 24 видам спорта с охватом 3168 юных спортсменов. Яна Захарова, Екатерина Павлова, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Во время игр «Дети Азии» национальная вещательная компания «Саха» выступает официальным бродкастером. Так масштабные соревнования будут освещать более 350 сотрудников медиакомпаний. Об этом сообщил генеральный директор НВК «Саха» Олег Марков. 24 вида спорта в рамках игр будут оперативно освещаться одновременно силами 6 передвижных телевизионных станций. 21 сотрудник наших партнеров Матч ТВ и 353 сотрудника компании, включая 28 представителей наших филиалов. Также мы готовим дневники игр, которые наши зрители могут увидеть на каналах НВК «Саха», Якутия-24, Мамонт и Матч ТВ. Якутский международный кинофестиваль этнического кино, приуроченный к играм, пройдет в Якутске с 28 июня по 3 июля. Мероприятие состоится в рамках Арктического форума искусств «Желанный берег» с участием иностранных и российских гостей. В конкурсной программе фестиваля представлены 9 фильмов. Для поддержки молодежи и начинающих кинематографистов впервые в программе кинофестиваля пройдет дистанционный всероссийский конкурс студенческих фильмов среди профильных учебных заведений. Кроме того, в креативном кластере «Квартал труда» пройдет сессия на тему кино. Что ж, таким увидели этот день корреспонденты нашего телеканала. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.